Если на стене висит ружье, то рано или поздно оно обязательно выстрелит. И если оно к тому же без соответствующих документов, то за это придется понести наказание по всей строгости закона. А вот за добровольную сдачу можно не только не подпасть под уголовную ответственность, но и получить вознаграждение. С начала этого года, согласно оперативным сводкам МВД по Ингушетии, граждане республики на добровольно-возмездной основе в территориальные органы МВД России сдали 32 единицы огнестрельного оружия. В настоящее время в Миннацрегиона направлено 16 материалов на сумму 178 тысяч рублей. По информации Министерства по внешним связям, национальной политики, печати и информации Республики Ингушетия, по состоянию 20 апреля оплата произведена гражданам на сумму 444 250 рублей. Таким образом, оружие можно сдать за деньги и при этом не попасть под Уголовный кодекс. В отношении тех, кто не прислушивается к призывам правоохранительных органов, полицейские возбуждают уголовные дела. Сводки МВД пестрят заголовками с информацией о том, что оперативники обнаружили в доме у жителей Ингушетии оружие или боеприпасы. Правда, если бы они вовремя сдали бы их, удалось бы избежать уголовного преследования. Одним из наиболее приоритетных направлений деятельности подразделений полиции является предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия, а также недопущение попадания его в незаконный оборот. Прием добровольно сданного оружия осуществляется круглосуточно в дежурных частях всех территориальных органов внутренних дел. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, приобретение, хранение и сбыт карается лишением свободы до 11 лет. За то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, предусмотрено наказание в виде заключения на срок от 8 до 12 лет. И это не предел. Преступники рискуют провести за решеткой 25 лет, если это же преступление совершено организованной группой. Согласно федеральным законам об оружии и Уголовному кодексу Российской Федерации, оружие, не зарегистрированное в органах внутренних дел, является незаконно хранящимся и подлежит добровольной сдаче или изъятию. Незаконное хранение, ношение и изготовление оружия образуют состав преступления, предусмотренный статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, и является уголовно наказуемым деянием. Ингушетия – один из тех регионов, где денежное вознаграждение за добровольную сдачу оружия выше, чем в других субъектах страны. Дороже всего ценятся боевые образцы, за которые можно получить более 20 тысяч рублей. Меньше всего даются патроны – порядка 6 рублей за штуку. Граждане, сдающие незаконно хранящиеся у них предметы вооружения, могут обратиться в МВД по Ингушетии, территориальный орган внутренних дел по месту жительства или к участковому уполномоченному полиции. Зелимхан Калоев, Али Зядиков, Магаз 24.